В Узбекистане масштабно отмечается 690-летие со дня рождения полководца и государственного деятеля Амира Тимура. Связь Амира Тимура с башкирской землей – это задокументированный факт. Он есть в восточных хрониках, в архивах и также подтвержден археологией. В центре этой истории стоит Великий поход 1391 года против хана Тохтамыша, когда армия Тимура с численностью около 200 тысяч человек смогла совершить поход через степи Казахстана современного, к предгорьям Южного Урала. Она совершала поход из Самарканда. Персидские историки того времени, такие как Шараф ад-Дин Азади, подробно описывали этот путь. Они упоминали горы Уртак, Уральские горы, где Тимур приказал сделать остановку, чтобы провести осмотр войск и охоту для пополнения запасов. Именно в этот период его армия вошла в тесный контакт с башкирскими племенами. Для башкир Тимур, или Акхак Тимур, как это называют башкиры, стал фигурой двойственной, потому что в эпосах, таких как «Последний из рода Сартаева», он предстает как грозный завоеватель, с которым башкирские батыры вели кровопролитную борьбу. Реки Кармасан и Сармасан до сих пор носят имена сыновей башкирского предводителя Ялык-бея, о котором, согласно преданиям, погибли, защищая свои земли от авангардцев Железного Храмса. Однако Тимур оставил и позитивный, созидательный след. Самым ярким фактом является строительство мавзолея Хусейнбека в поселке Чишмы. Исследования подтверждают, что надгробная плита, датируемая 15 веком, была изготовлена в Туркестане и доставлена на Урал по прямому приказу непосредственно Амира Тимура. Рядом с мавзолеем находится древнее кладбище Акзайрат, где покоятся 6 военачальников князей, погибших во время похода. Поэтому Башкортостан – одна из самых северных точек влияния тимуридов. И даже современная топономика сохранила отголоски того времени. Допустим, название города Учалы имеет несколько версий происхождения, как раз-таки связанных с Тимуром. От призыва к мести Учалы до памяти о 3 погибших великанах-богатырях из свиты Амира Тимура – Үч-Алып. Поражение Тохтамыша в грандиозной битве на реке Кундурчи июнь 1392 года фактически предрешало распад Золотой Орды, что в долгосрочной перспективе башкирским родам помогло обрести некую большую политическую свободу и начать свой собственный путь к интеграции в евразийской